Это сейчас уже новые завалы. Его не было. Это сейчас с берегом ушла. Капец. Новый затор. Новый затор. Капец, блин. Капецище. Не очень приятно. Еще 10 сантиметров вода бы упала. Пришлось бы пилить. Сейчас еле-еле проскочил. Если газ не прибавить, можно там застрять и все. Потом висишь, блин. Завал. Так. Сейчас, наверное, пройду и там спилю. Елка останется, это вода упадет, он зависнет. А березу желательно спилить, чтобы это все ушло. Так, это не страшно нам. Такс. Мотор держит. Кто она? Новые завалы, блин. Или я как-то проскочил, не помню. Где пилить его? Хрен пойми. Там две березы даже. Течение жесть.
Так, на скорости я оставлю. В случае что, как убегать. Толстая береза. Толстая береза и еще вон то дерево. Основное то дерево держит. Не уйдет этот. Попробую спилю, но бесполезно. Валим туда. Ничего течения тут не сломалось, блин. Вот засада. Что там держит его? Чуть-чуть и осталось, почему он держит-то?
этого. Этот-то сейчас сломается. А вон та елка, бля, еще держит. Основное. Все, больше тут делать нечего. Дело времени. Вода упадет, может что-то поменяется. Мон туда. Мунаще, вперед. Только надеяться на изменение уровня воды. Мон, все помаз. Сейчас вода упадет, начнет двигаться вот этот, как сказать, завал. Возможно, что-то и уйдет, что-то и на ВК застрянет. Все пока тут так же оставляем. Полностью вычистить просто невозможно. О, мое спасение еще есть. Я спасен. Потому что здесь еще вода идет. Где бы пройти, блядь? Ой! Ой, ступил ты, блядь! Между прочим, там завал немножко ушел. И здесь я пройду, это нормально. Здесь газку дать надо мне. Ой, блядь. Разрядился аккумулятор. Сейчас я через кусты там газку дам и остановимся там на острове. Я визуально посмотрю, как, что там. Но, между прочим, здесь коридорчик есть. Это сейчас по большой воде. Не знаю, как будет очень. С того ракурса посмотрим, с острова. Какие-то подвижки вроде были. Сейчас надо вот тут прорваться мне. И хорошо, вода еще есть. Дернем там. Так, не перепутать бы. А, блядь! Я думал, там этот. Хорошо, что ива загнулась, прогнулась или что. Я такой удар, думаю, борта не выдержат. Сейчас давайте отсюда посмотрим. Чаепитие тоже тут будет. Что тут произошло, я не понял вообще. Так, там, короче, отсюда передвинулась вот сюда. Спилю я березу
И там еще черемуха. Что там скрипит так? А вот елка там. И черемуху спилю. Возможно, это все держит и хоть какая-то часть уплывет. Если вот это уплывет с этого поворота, вообще не беда потом. Здесь хороший коридорчик будет. Вот отсюда еще такой вид. Не может уплыть вот это все. Воды мало. Воды мало. Весенней воды. Вот и заторы. Хлам больше и больше. Каждым годом все больше и становится. Ладно, сейчас попью чай. И там буду, ну, в общем, поднимусь там, спилю. Если уйдет, уйдет. Нет, так пускай стоит. Это ладно. Сейчас я чай попью по-быстрому. Просто чай не сладкий даже. Вроде не страшный затор. И вроде не страшно проскакивать через этот ивник, что сейчас вот проскочили. Но все надо предусмотреть. Во-первых, скорость мотора, скорость течения, точно угадать направление. И может у тебя только передняя часть лодки вошел, и задняя часть может унести течением. И не знаешь, что под водой, какие там сучья. Если сучья у елки, то просто жестянку 0,7 даже можно пробить легко. Вот поэтому лучше лишний раз развернуться, посмотреться, осмотреться и уже потом решить сделать шаг, правильный шаг. А не надо без раздумья так на авось. Даже в затор залетать. Потому что бойтесь елку. Сучья у елки, они бронебойные, действительно. Просто могут борта сломать или же дно продырявить. Я здесь на ивнике испугался, меня течением немножко скинуло. И сейчас думаю, об борт как ударюсь, и там хорошо гнилое, вот это ивы гнилые, и еще они как-то мягкие. Ну, пронесла, одним словом, пронесла. Ладно, сейчас отдохну, пью чай. Но это самое для меня. Остальные уже мелочь. Остальные мелочь. Остальные спилил, проехал. А когда вот 20-метровые заторы, когда приходится просто на себе тащить эту лодку, хорошо пустая у меня. Посмотрим, что осенью будет. Все равно здесь будем подниматься. Все увидите. Так, ладно, попробуем. Я думаю, там черемуху с корнем вырвало, поэтому и затор передвинулся. Не может быть, чтобы так легко он отплыл. Такс. Такс. Такс.
Unutulan. Mun bere. Bere. Tula. Oi, tetsin надо. Mehmet. Так. Сперва это спилю. Потом надо березу спилить. Потом уже отсюда тык-тык-тык. И должно уйти все. Да, тут все плавает. Все спилил. Что-то еще держит. Что-то еще держит. Не могу понять, что. Может корни, может еще какое-то длинное. Хрен пойми. Ах, не достать, блин, до той березы. Я моя. Почему он не уплывает? Ну, придется оставить. Что поделаешь? Осенью посмотрим. Если что, там коридорчик придется спилить, чтобы проехать. А может уплывет, кто его знает. Береза осталась. Береза. Что-то, видать, подводное еще что-то там держит. Что тут удивляться, не знаю, ребят. Что может быть? Тут я все спилил. Какая-то большая коряга нам держит. Вот так. Облом, я думал, тут все пройдет. Хрен-то там. Не получается, как хочется. Да, тут, короче, паутина та еще. Все оставляю. Оставляю. Я думал, это держит, а ни хрена. Что-то другое. Что-то другое. Очень большое там под водой. Тебя оставлю, бездельник. Коля метерна. Коля. В принципе, думаю, осенью как-нибудь прорвемся. Вода еще большая, может еще расшевелит. Вон какие корни там держит. Хрен пойми, что там держать может. Ну. Целые деревья прям. Ладно, собаку возьму и поплывем дальше. Лак, тула, а? Лак. Лакса.
Да. Хочу еще вот эту березу попробовать. Как бы там ни было. Попытка не пытка. Если не сдвинется, значит что-то другое держит. Этого и боялся. Этого и боялся. Так. Сейчас быстро надо свалить отсюда. Короче, не береза тут. Береза тут не держит. Что-то другое. Свою миссию выполнил. Смотрите, какой удар был. Не рассчитаешь, можешь по лбу получить. Легко. Все, свалим отсюда. Хрен его знает, что держит там, блин. Не люблю сдаваться, но в то же время здесь бесполезно что-то делать. Там какой-то подводный якорь какой-то стоит. Фу. Вот блин, а. Не ушел.
Но сейчас все равно небольшое вот что задерживало, не будет держать. Будем надеяться. Потому что если он здесь останется, это для меня большой тупик тоже. Там 2 больших затора получается на моем пути. Все, поехали нахрен. Надоело.